Добрый день! Вы смотрите шоу «Первый на кухне». Сегодня мы встретимся с лучшими кулинарами отборочного тура. С теми, кто доказал шефам, а в первую очередь себе, что именно они достойны и дальше готовить на нашей кухне. И сегодня пройдет битва за место в финале. Юрий Забегин удивил шефов идеальными пельменями, умеет ловко выходить из любой сложной ситуации, любит превращать весь процесс готовки в произведение искусства. Александра Филиппова покорила своих конкурентов отзывчивостью и желанием помогать, а вот любовь к азиатским блюдам и 2 вида рулета привели к победе в первом туре. Майя Паисеева. Порфали с морепродуктами стали ключом к победе для нашей участницы. Умеет сочетать продукты и создавать рецепты, полагаясь на интуицию. Татьяна Константинова вышла в полуфинал, приготовив лучшие мидии в четверке. Предпочитает погружаться в готовку с головой и не отвлекаться на лишние разговоры. Если в отборочных турах конкурсанты впервые виделись только на съемочной площадке, то, пройдя в полуфинал, они знали, кто составит им конкуренцию. Ведь каждый из них внимательно следил друг за другом. Больше всего я, конечно, боюсь Александру. Она очень опытная, очень быстрая. Я видела, как она работала, прямо по 2 блюда вместо одного готовила. Александра – это прежде всего опыт, это мастерство, рецепты, проверенные годами. Александра – это все-таки опыт, возраст. Ну, и она спокойная такая, как танк. Я думаю, что она нам покажет. У меня рецепты старые, конечно, но новые рецепты не знаю. Но как получится, так и буду готовить. А Юрий, я про него ничего не знаю. Просто мне по секрету сказали, что он классно готовит. Юра очень хорошо готовил в тот раз, я видела. Ну, мужчина и мясо – это всегда хорошо у них получается. Вот поэтому тоже, конечно, это конкурент такой сильный. Майя уверенная в себе. Она взяла сразу же все необходимые, по-моему, продукты, что ей нужно, все так расчетливо делала. Я думаю, что Майя десерт хорошо будет готовить. Татьяна, она взяла мало продуктов, и, мне кажется, она нервничает немного. Про Татьяну я, честно говоря, знаю совсем мало, но мне кажется, в тихом омуте черти водятся. Она все говорит, мне мало ингредиентов досталось, но вышла же в полуфинал, значит, что-то в ней такое есть. Про меня они ничего не знают, как я готовлю, что я готовила в прошлых передачах. Поэтому для них я загадка. Участники, добрый день! Добро пожаловать в полуфинал. В прошлый раз вы все выложились на 100%. И сегодня мы ждем от вас такой же отдачи, поскольку шефы ожидают от вас идеальные блюда. И любая мелочь может стать фатальной. Условия конкурса с каждым разом сложнее. Если в предыдущих этапах участники готовили по 2 блюда, сегодня полуфиналистам придется попотеть и приготовить сразу 3 блюда. Кулинары об этом, конечно, даже не догадываются. Задания в полуфинале станут сложнее. И кроме 2 основных блюд, вы должны будете сегодня приготовить еще десерт. Я думаю, что это будет фруктовый десерт. Задание нормальное, по-моему, все будет отлично. С курицей либо второе блюдо, либо суп с фаршем – это загадка. Пельмени были, котлеты, не знаю, навряд ли. Ну, десерт не могу даже сказать, я просто в десертах не силен. Я думала, что будет что-то совсем другое, типа салаты. Но, судя по ингредиентам, я думаю, будет суп для разнообразия и очень много муки, наверное, что-то, выпечка какая-то будет. Я, честно говоря, обрадовалась, что будет десерт. Надеюсь, получится. Да, я ожидала, что задания в полуфинале будут сложными, но что это будет 3 блюда, я этого никак не ожидала. Я думаю, что добавят еще время, я на это надеюсь, потому что 2 блюда предыдущих я успела в самый раз. По десертам, я думаю, не знаю, что и приготовить, но буду судить
по ингредиентам, которые мне достанутся. Задание шефов и новые условия стали полной неожиданностью для кулинаров. Первый сюрприз – это то, что ингредиенты для десерта спрятаны в этих ящиках. В этот раз вам предстоит приготовить пасту равиоли, курицу табака и десерт на выбор, но с теми ингредиентами и продуктами, которые достанутся вам в секретных ящиках. Насколько я знаю, курицу табака готовят в сковородке, но у нас маленькая сковорода. Я не представляю, как ее там уместить, сделать, что-нибудь придумаем. Ну, равиоли – это итальянские типа пельмени, я так понимаю. Ну, попробуем. Пельмени в прошлый раз вроде у нас получились. Попробуем в этот раз сделать что-то. Я даже не знаю это блюдо, вообще не знаю, как буду готовить. Курицу табака я только ела, никогда не готовила. Надо срочно вспоминать, что там делается с костями или без костей, не знаю. Но я подозреваю, что оно должно прямо сутки хорошо так замариноваться. А нам надо все это быстро сделать. Сложно, наверное, будет. То, что я готовлю дома, оно очень простое. А вот такие блюда изысканные я ни разу не готовила, поэтому я очень сильно волнуюсь. А насчет десерта, ну, покажет секретный ящик. Надеюсь на свою удачу. Как всегда, к основному блюду, сегодня это у вас курица табака, вы готовите еще гарнир, придумываете соус для пасты и курицы, а также готовите десерт с теми продуктами, которые вам достанутся. На все вам дается 2,5 часа. За это время вы должны успеть сделать все, красиво украсить ваше блюдо и подать по 2 порции. Правила у нас остаются неизменными. Жюри, как всегда, будет оценивать вкус, время и сервировку. Прямо сейчас пройдет традиционная жеребьевка, но в этот раз вместе со своим номерком вы вытягиваете и свой секретный ящик с продуктами для десерта. Также вам дается в 2 раза меньше времени на набор продуктов, только 30 секунд. И еще вы можете обменяться только одним продуктом либо ингредиентом, потому будьте предельно внимательны и хорошенько спланируйте. Вместе с номером вам достается и ящик. Вы подходите к столу последний. Мне нужны картошка и мука, и лук. Третий. Ну, времени очень мало для сбора продуктов. Так, если сейчас я тем более 3-м номером, кто-то заберет яйца и останется без яиц, там сыр, масло, все вот это заберут, то тяжело будет готовить что-то. Ну и проблема с десертом. Я так и не придумал, что приготовить на десерт до сих пор. Первый номер, отлично. Я, если честно, немножко в отчаянии, потому что я первая. Но я понимаю, что 30 секунд – это очень мало. Мы даже за минуту не успевали забрать. Говорят, отсыпай, но отсыпать я точно не успею. Я же не могу полностью забрать, например, сахар и яйца. Что другие-то делать будут? Очень сложная, оказывается, у меня задача. И вам достается второй номер. 30 секунд, чтобы забрать необходимые продукты. Это очень мало. Думаю, надо взять сливки, масло, потому что его у меня нету, и муку обязательно, на гарнир что-то взять и специи. В этот раз полуфиналистам нужно очень сильно постараться, чтобы набрать все необходимое за 30 секунд. 15 секунд. Так. Говори. 5, 4, 3, 2, 1. Пожалуйста, отойдите от стола. Масло забыла. В принципе, я довольна своим выбором и как я успела взять. Забыла только масло и уксус. Ну, что поделать, сейчас буду думать, что мне нужнее, масло попросить или уксус.
В отборочном туре Татьяне пришлось непросто. Коллеги по кухне значительно усложнили выполнение задания, не оставив девушке продукты. Подумает ли Татьяна о своих конкурентах сегодня? В тот раз я была 4-й, мне ничего не не осталось почти, поэтому, когда я была 2-й, я взяла по минимуму, чтобы другим участникам досталось. В спешке забыла про чеснок и приправы. Десять. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Ну, я вроде бы взял весь необходимый набор продуктов. Мне не хватает пергамента, приправы для курицы какой-нибудь. Ну и, в принципе, остальное вроде бы у меня все есть. Все осталось, все возьму, сказала же. Вот главная картошка. Вот это. Я вроде бы все взяла. Я боялась, что ничего не останется, но у меня, как видите, богатый стол. Но у меня масла не хватает и сливки. Я собираюсь поменять пергаментную бумагу на сливки Юра. Вот. Творожный сыр. Что у вас? Творожный сыр, яйца и ассорти компотная сливка. Как думаете, какие-то есть идеи? Пока нет. Посмотрим. Так, сливки, изюм, яйца и мед. Я даже не знаю, какой десерт из этого можно приготовить. Мне даже страшно его открывать. Ой, прямо очень. Так, цитрусы, масло, малина. Что это будет? Масло и фрукты. Ой, надо хорошо подумать, я не поняла пока. Ну что ж, посмотрим, что мне досталось. Так, это грецкий орех, яблоки и мед. Да, это хорошо сочетаемые продукты. Надо что-то придумать. Наверное, пирог. Зима – это то берег ледяной, холодный, и желанна только кружка горячего чая. То лед, утаивший застывшие пруды в ожидании лопат и коньков. Позднее утро и ранний закат, что на стенах рисуют узоры. И не может быть утро недобрым, без тепла и уюта в душе. Сохраните тепло с Хозмаркет. Кулинары набрали продукты, узнали содержимое секретных ящиков и готовы приступить к готовке. Глаза боятся, руки делают. Вперед к победе! Идти вперед и никогда не сдаваться. Чтобы что-то сделать, надо только начать. Вперед так вперед, и все будет хорошо. Итак, участники, через пару мгновений мы начнем наш полуфинальный тур. Я понимаю, что задания не похожи на предыдущие и очень сложные. Но вы уже являетесь полуфиналистами, и вы доказали шефам, что вы одни из лучших кулинаров нашего шоу. И я прошу вас надеть ваши фартуки. До старта остались считанные секунды. Каждый готов выложиться на 100% и доказать, что именно он достоин пройти в финал и, наконец, стать первым на кухне. Итак, участники, я напоминаю, что вам на работу дается ровно 2,5 часа. Обменять вы можете только один продукт. И ваше время начинается прямо сейчас.
Сегодня кулинарам предстоит продемонстрировать свое умение, приготовив сразу 3 блюда – цыпленка табака, равиоли и десерт из ингредиентов, которые они получили в своих ящиках. Вот где сила нужна. На все участникам дается 2,5 часа. Все кулинары решили начать с курицы табака. И это правильно, ведь подготовка мяса займет немало времени. Эксперты очень строги и требовательны, и прошлые этапы показали, что они оценивают и маринад. Чтобы курица плотно прилегала к сковороде и хорошо прожарилась, ее лучше слегка отбить. Как говорится, голь на выдумке хитра. Нашим участникам иногда приходится выходить из нестандартных ситуаций. Молоток у нас один на всех участников. Александра решила применить скалку. Пока все заняты курицей, Татьяна начинает готовить пасту. Как думаете, что самое главное в приготовлении равиоли? В приготовлении равиоли главное это начинка. Главное, чтобы равиоли не разварились, не развалились. И соус, потому что соус у меня тогда не удался. Надо уделить внимание соусу. А начинка у вас какая будет? Начинка фарш, наверное, с сыром. Фарш с сыром и соус с брокколи. А вот Майя уже приступает к бисквиту. Кулинария решила не тянуть с десертом. Так, я сейчас замариновала курицу, теперь я приступаю к десерту. Готовлю бисквит. Бисквит, из того, что есть, с коричневым сахаром. Надеюсь, он такой интересненький получится. А так классический бисквит. Немножко масла добавлю для влажности. Ага. А пропитка какая будет? Пропитка малиновое конфи сделаю, и если успею, то еще лимонный курт хотела бы. Юрий решил угостить шефов итальянским сливочным десертом панакоттой. Его подают с самыми разными соусами. Видимо, Юрий собирается приготовить соус из меда и орехов. Я начал заготовки для десерта и сейчас буду мариновать курицу. А что за десерт у вас будет? Панакотта, итальянский десерт из сливок. Он готовится быстро, очень просто, вроде бы. Но сама проблема, чтобы он успел застыть к тому времени, когда нужно будет его уже выносить. Раньше готовили панакотту? Был пару раз, пробовал, ага. Но не всегда удачно получалось. Поэтому сейчас посмотрим, что получится. Не жесткий, а такой нежненький. Ну да, я согласен. Я один раз сделал, он был нормально. Один раз он был такой тверденький. Вот, не допустить этой твердости. Это сложно. Ну да. Посмотрим, что получится. Да, если хорошо пропорции помнишь, то, конечно, хорошо будет. Баланс будем ловить. Так, ладно. Растительного масла, называется, нету. Сливочным маслом намазываешь. Ничего. А вот Александра уже начала жарить равиоли. Так быстро? Стараюсь приготовить равиолу. Но что получится, не знаю. А это что, вы сейчас начинку готовите? Творог с картошкой. Ага. Это будет начинка? Начинка. Угу. А потом будете раскатывать тесто, да? Отдельно? Нет. Кажется, участник никогда не готовил это блюдо. Ее равиоли больше похожи на сырники или даже вареники. Вместо обмена продуктами кулинары теперь обмениваются советами. Вот у меня яиц мало. Ну, лучше тогда не добавлять, наверное. потому что мягче будет. Спасибо. Майя, подскажи, сколько нужно, чтобы панакотта застыла? А ты сливки кипятить будешь? Да, или? кипятить. Кипятить, ну тогда побольше. У нас времени много, часика хватит. А если я ее потом в шоковую вот эту камеру поставлю, она там не переморозится? Ну, сильно не должна.
В отборочном туре Юрий признался, что любит работать с мясом, мариновать, жарить и запекать. Приготовить цыпленка табака для нашего кулинара – обычное дело. Чеснок, тимьян, что там, сок лимона, масло оливковое. Но это, соль, прямо перец. это прямо те продукты, с которыми вы любите работать. Часто сталкиваюсь с ними, поэтому Вот поделитесь часто использую, короче. Поделитесь своим таким фирменным маринадом для мяса. Чеснок, соевый соус, оливковое масло, лимон. Ну, если для курицы, то специи для курицы. И что еще положут? Вроде бы все. Вот с этими ингредиентами что с мясом происходит? Какой вкус получается? Нежный, пряный, такой мягкий вкус получается. Очень важно не упустить ни одну минуту, потому что каждая секунда у нас на вес золота. Чтобы успеть приготовить целых 3 блюда, да еще и придумать десерт из тех продуктов, которые достались участникам в нашем секретном ящике, необходим просто идеальный тайм-менеджмент. Надеемся, что все участники с заданием справятся и успеют и украсить, и приготовить. Татьяна очень уверенно держится на кухне. Видно, что мама большой семьи готовит часто и знает довольно интересный способ получения эластичного теста. У меня есть такой лайфхак, да? Когда тесто получается неоднородным, надо его так отбить, и он становится эластичнее. Равиоли знакомо не всем сегодняшним кулинарам. Готовить блюдо на бегу, исключительно опираясь на совет соседа по кухне, затея рискованная. Равиоли с какой начинкой будете готовить? Картошка и творог. Юра, я даже название не могу запомнить. Что-то у меня вообще в голове не... Тесто плохо раскатывается, да? Ага, плохо раскатывается. Надо камень. Вот камень тоже... мукой не надо посыпать, тогда будет лучше. Прилипать будет. Да? Ой, спасибо. Да. Вот это тоже равиоли готовлю. Фаршем. Понятно. Получится или нет, не знаю. Какой формы будет? Форму как конверт буду делать. Равиоли – это разновидность итальянских пельменей, но от русских они в первую очередь отличаются рецептурой теста. Тесто для равиоли готовится только на яйцах, а вот начинка может быть самой разной, начиная от мяса и рыбы, заканчивая овощами и даже фруктами. Равиоли – это итальянское блюдо, как бы наши русские пельмени готовятся они. В основном начинка мясной бывает с картошкой и с творогом. К равиоли подходят соуса сливочные и томатные подходят, потому что это итальянское блюдо. У кого-то очень вкусно пахнет уже. 2 кулинара уже отменялись своими продуктами. Теперь они будут работать только с тем, что у них есть. А вот Юрий и Александра пока не торопятся. Что же им будет нужно и получат ли они продукты, которых им не хватает? Да, я дала чеснок Тане. Вот. Ну, у Тани возьму масло потом, когда оно мне нужно будет. Я сейчас готовлю равиоли. Это авокадо поставила на мариновать. И десерт потом посмотрю, что получится. Равиоли у вас будет с чем? Начинка? Творог с картошкой. Готовили как раньше? Нет, вот фантазию, свою фантазию включила. Александра призналась, что никогда ранее не готовила равиоли, но кулинар все-таки с опытом, и этот опыт дает о себе знать. Сейчас наша участница начала готовить, уже жарить начинку, но, говорит, у нее в запасе есть еще один рецепт, которым она не делится. Все-таки очень интересно, что в итоге выйдет. Однажды, холодной зимней ночью, придет он.
и ты снова поверишь в чудеса и почувствуешь себя ребенком. Потому что он волшебный, красивый, яркий Новый год. Хозмаркет. Время волшебства. Кулинары продолжают готовить. Каждый сконцентрирован на приготовлении блюд, ведь незначительная ошибка, как передержка на плите или в духовке, может привести к провалу. Да, думаю, у него должно получиться, раз он это делал. Ну, он это делает не в первый раз, так что да, получится. А что вот самое главное, что опасно? Ну, главная опасность – это не переборщить с желатином. Его вот ровно-ровно, чтобы оно не слишком твердое было, но при этом, чтобы достаточно схватилось. Вот это такая очень тонкая грань. Смешиваем сливки с молоком, с желатином. Соединяем. И будем разливать по формам. Сейчас немножко прогреем все это дело. Разольем, потом займемся курицей, наверное. Смотрите, у вас в секретном ящике были изюм, мед, яйца тоже были. Вы их использовали? Да, нет, для десерта нет. Мед у меня для другого дела пойдет. Вы должны использовать вот эти продукты обязательно в своем десерте. Используем мед. Ага. Не только мед, но и изюм, и яйца. Ясно, сейчас что-нибудь приготовим. Татьяна выглядит нервной. Неужели участница не может собраться? Ну, они готовят очень уверенно, не суетятся. Поэтому очень... А вы как готовите? А вы как готовите? Ну, мне очень много надо готовить, надо много подготовить. Я все делаю одновременно, и это очень напрягает. Своим главным соперником Татьяна считает Майю. Победитель первого отборочного тура сильно впечатлила нашего кулинара своими умениями. Я знаю, как она мастерски готовит, поэтому не очень страшно, если честно. А вот Майе, кажется, совсем не до волнения. Девушка погрузилась в воспоминания. В классе в 6-м, наверное, я однажды решила приготовить пирожки. Но у меня не было такого примера, за кем повторять. Ну, где-то я видела, что люди пирожки вроде как готовят и едят. И я вот по наитию сделала их и не пожарила фарш внутри. Пожарила, красивые такие, а внутри сырые. Вот, пришлось мне их разрезать и вот так плашмя еще дожаривать. Но мама все равно хвалила. Ну, с тех пор я знаю, как надо готовить. Юрий уже приступил к своему десерту, но он не понял суть задания. То, что досталось участникам в секретном ящике, они обязательно должны использовать для приготовления десерта. Юрий выбрал панакоту, но совсем не планировал использовать для ее приготовления ни мед, ни яйца, ни орехи. Я не знаю, что у него в итоге выйдет. Скорее всего, он будет переделывать свой десерт, либо полностью менять его содержание. Да, у меня теперь проблема, я условия приготовления десерта недопонял. Теперь буду думать, куда использовать яйца, мед, изюм, так как не рассчитывал для этого десерта все эти ингредиенты использовать. Ну, будем выкручиваться, что-то придумывать. Я приступила к десерту, вернее, к начинке десерта. Тесто у меня готово, отдыхает. Потом я его запеку. А брокколи уже почти готово. Он мне нужен для соуса. Что вам досталось в ящике? В ящике мне достались яблоки, мед и грецкие орехи. У меня будет тарт с яблоками и грецкими орехами. Что должны оценить шефы в вашем тарте? В нашем тарте они оценят, наверное, начинку и тесто. Тесто, потому что тоже очень сложно готовится. Я не уверена насчет него. Ну вот, посмотрим. Если честно, я тоже думала насчет тарта, а теперь я рада, что я за него не взялась и решила делать более понятный для меня бисквит.
Остается всего 1 час до конца готовки. Наши кулинары, похоже, расслабились и не укладываются по времени. Готовлю курицу, духовку поставить. А хотела вот сковороду, сковорода маленькая, поэтому, чтобы быстро получилось, я в духовке поставлю. Так, какой у вас прямо рецепт вашего цыпленка табака? Ну, я помариновала, но у меня все вот эти специй не было. Но я попрошу у Юры. То есть вы попросите приправу? Приправу и чеснока. 1 продукт только вы можете попросить? Ага. Тогда приправу. Курицу табака я не готовила до этого, поэтому, наверное, я подам с картошкой, классика. И равиоли с фаршем будет на, не знаю, сливочном соусе, наверное. А тарт я сейчас буду готовить основу. Вы взяли уже чеснок? Да, я взяла чеснок, который мне был необходим, но мне еще много чего нужно, но чеснок в приоритете. Майя достала свой бисквит из духовки. Ей не привыкать готовить сладкие выпечки, ведь ее родные подмечают, что у нее самые вкусные десерты. О, кажется, она не очень довольна результатом. Можно я выйду немножко? На минутку. Майя, стойте, не уходите! Сейчас. Неужели она покинет проект?